чем это отличается, это разбойное нападение. То есть туда простые преступники и никогда не совершают. Они в основном дерзкие, отчаянные и формированная, заранее уже сформированная, можно сказать, что это преступная группа. Группа лиц, которые заранее уже подготовленные, знают свои дела, знают, у каждого своя роль. Там по-любому имеется организатор, исполнители, то же самое и помощники. Внимание, личный состав. Задержите информацию по факту разбойного нападения. Наша работа, то, что люди видят в кино или там в сериалах про полицию, про преступления, все, что вы видите в кино, это то же самое связано с нашим департаментом, потому что у нас и убийства расследуются яркие, и заказные убийства, разбойные нападения, связанные с ограблением банка, коттеджи, на семьи нападают. Как мы знаем, разбойное нападение это совершается в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. Наши подразделения структуры Министерства внутренних дел также имеются в каждом областных центрах такие же подразделения, занимающиеся именно раскрытием разбойных нападений. В основном, да, работа криминальной полиции строится по зарегистрированным преступлениям, но в случаях, когда мы получаем информацию, что такое преступление готовится, естественно, нами предпринимаются меры, и для пресечения недопущения на стадии подготовки преступления мы задерживаем преступников. Проходим. Лицом к стене. Проходим. Садись. Спасибо. Давайте опять лечим. Наша работа тоже по-своему опасна, и она, как бы так, смотря какое преступление. Если мы начинаем работать, раскрывать или там расследовать особо тяжкое преступление, то и преступники, как можно сказать, что отчаянные, им, как бы так сказать, терять нечего. То есть они одно особо тяжкое преступление совершили, могут и повторно совершить те же преступления, могут оказать сопротивление активное. Ну, давайте начнем. Кем вы раньше работали? Зовут меня Рустам. Работал в охранном агентстве в городе Павлодар. А сейчас отбываю срок. В 2020 году было совершено такое, можно сказать, дерзкое разбойное нападение. Это на филиал Каспийбанка в городе Алматы. После рабочего дня, где-то 18:00 часов, двое подозреваемых забегают в банк. У одного на руках револьвер, у второго топор. Тишина, это ограбление! Этим топором он берет и ломает кассу, разбивает стекло. Перепрыгивает через стол. Кассу открывай! И завладел туда деньгами. Это вызвало очень большой общественный резонанс, в том числе в социальных сетях, так как
практически в рабочее время вооруженные люди напали на банк. Таких преступлений давно не было. Данное преступление было не раскрыто по горячим следам. И в этой связи меня, то есть нашу группу, отправляет в командировку в город Алматы для организации и раскрытия данного преступления. Я заметил одну деталь, что один из подозреваемых, то есть уже азиатской национальности, у него обоих были медицинские маски, прикрытые лица. Был русскоязычный, европейской национальности, потому что когда он разговаривал, давал команду, у него четко был акцент на русском. После того, как посмотрев все видеозаписи, начали смотреть другие видеозаписи, которые установлены в этом районе. Там это тоже магазины, жилые дома, там другие были организации. Метров 50 или 60 установили одну камеру. Там была такая деталь. Приезжает машина, такая старой марки. И до совершения преступления за 15 минут она приезжает. И после совершения преступления то же самое, эта машина уезжает. И другие дни эта машина вообще не появляется там. То есть это не местная житель, потому что она была во дворе прям. Все, установили эту автомашину, начали устанавливать владельца этой автомашины. Установили, что владелец эту автомашину дал в аренду в ИП. ИП занимается прокатом автомашин. Выдают аренду, там за сутки снимать машину и там через сутки возвращать автомашину. Начинаем спрашивать, кто на нем, кто арендовал. Установили арендатора. Начинаем на него полностью собирать всю информацию. И на тот момент на него уже было заведено уголовное дело по мошенничеству. Было установлено, что организатор данного преступления за день, за 2 дня возле этого филиала приходил, осматривался, как там охрана какая, заходил туда, с карточки деньги снимал, осматривался, кто там работает, какой филиал. После этого начали осматривать автомашину, которую непосредственно они совершали преступление. В ходе осмотра мы обнаружили и взяли на заднем сиденье кровь и осколки стекол. То есть мы сопоставили, потому что когда совершено было разбойное нападение, там же стекло уже разбили, и подозреваемый, который непосредственно перепрыгал, он правую руку себе порезал. Тут надо еще отметить девушку, кассиршу, которая героически успела самую основную большую сумму, там было около 40 миллионов, спрятать под стол. И наши подозреваемые именно вот эту сумку инкассаторскую не увидели. Можно сказать, что тоже большую роль сыграла в этом преступлении. Подозреваемый, который поранил себе руку, он, когда отталкивал ее, задел ее одежду и там же оставил свои отпечатки пальцев. И подозреваемый, чтобы не оставлять след, снял с нее рубашку и с собой вместе забрал. Рубашку снимай! Рубашку снимай, сука! Еще надо отметить, что она запомнила этого подозреваемого по голосу и по особым приметам, по разговору, по черте лица, там именно вот по брови и по телосложению она запомнила. И когда давала показания на очных ставках, на следственных мероприятиях, она напрямую показала этому человеку. Когда у нас были все доказательства в отношении них, и плюс еще одно доказательство было, что в отношении организатора, у организатора было зарегистрировано ружье официально.
револьвер, которым они совершали преступление. Причиной совершения данного преступления было вот этот организатор. Он, когда совершил мошенничество, он же до этого совершил преступление, у него образовался долг. Я был организатором, в терминологии полиции. У меня образовалось множество долгов, игровых, азартных. Я предложил другу вот таким образом заработать. Меня повязали, потом его повязали, и там еще был третий. И третий преступник у нас, он скрылся. Уже узнав, что первые двое задержаны, он скрылся, выехал из города Алматы. Принятыми мерами мы ориентировали всю республику, все подразделения криминальной полиции на задержание его. И буквально через день мы получили информацию, что он на поезде прибыл уже в Уральск, город Уральск. Сразу же мы по тревоге подняли подразделение криминальной полиции. Сразу же установили его, где он снимает квартиру. И буквально, если бы мы не успели, он там планировал ночью пересечь границу в сторону России. Он был задержан, сразу же самолетом мы его доставили в город Алматы. Данное преступление оперативно в течение недели было раскрыто, все преступники задержаны, все вещественные доказательства были изъяты. Один из них вообще ранее несудимый. Мне кажется, здесь такое было придумано на месте, это как будто насмотревшись фильмов, они пошли, думали, это все так легко, что возьмут в руки оружие и совершат преступление, завладеют деньгами, никто их не найдет. Сейчас не то время. До этого они не были никто за совершение разбойного нападения судимы. Как я уже сказал, разбойное нападение — это очень общественно опасное преступление, и тяжесть преступления очень высокая, и наказание за нее в группе лиц, тем более они свыше 10 лет примерно получат. Я сожалею о своем поступке. Это было как-то глупо, и риск совершенно не оправдал результат. Просто когда мы посчитали украденные деньги, я понял, что нам кабзда. Просто когда мы шли грабить, мы надеялись на то, что на кассе будет особо большая сумма. Они понадеялись, что там, оказалось что там было около 2 300 000. Организатор оставил себе 1 200 000 где-то, а остальным обоим там по 500 000 разделил каждому. И все, после этого они разделились и вели нормальный образ жизни, пока мы их там не заряжали. Суд был у нас в этом году. Организатору дали 8 лет лишения свободы, а участникам по 7 лет. Что я могу сказать? В 2002 году я устроился работать в управление внутренних дел Турксибского района города Алматы. Это переход с 90-х на 2000-е годы, когда криминогенная обстановка в городе Алматы была очень сложная, много преступлений совершалось, то есть убийства, разбойные нападения, грабежи, краж очень много было. В городе Алматы, в Турксибском районе, есть роща Баумана. В тот период, это летнее время, совершались грабежи и разбойные нападения именно в этом парке. Порядка 30-40 эпизодов. Это вызвало большой общественный резонанс, так как преступники, можно сказать, особой жестокостью совершали это преступление. Буквально привязывали потерпевших, бывало, что к дереву, избивали их, раздевали полностью, все и носимые вещи, и деньги, и кошельки, и сотовые телефоны, все забирали.
Для раскрытия этого преступления, да, конечно, из департамента внутренних дел города Алматы, из числа опытных сотрудников была создана большая следственная оперативная группа. В результате мы получили информацию, что данное преступление совершается лицами, приехавшими в город Алматы из другого региона, все ранее судимые. Принятыми мерами было установлено их местонахождение, и они были задержаны, все вещественные доказательства изъяты, и, соответственно, все они получили большие сроки лишения свободы. Я бы хотел остановиться на одном случае. Это вот было совершено разбойное нападение, то есть человек ехал с города Чимкент в Алмату, и на одной из станций в вагон вошли преступники, двое из них в маске, как сотрудники спецподразделений. И наш потерпевший был выведен из поезда, в последующем его оттуда забрали. У него с собой крупная сумма денег была. С собой он ехал в Алмату, чтобы обменять их на другую валюту. Что вызвало интерес, один из преступников представился сотрудником полиции. В течение, наверное, 2-3 месяцев мы это преступление раскрывали. Были установлены все лица, все жители Алматинской области. Один из них действительно бывший сотрудник, департамент полиции на транспорте работал. Он был лет 5 назад по отрицательным мотивам уволен. При раскрытии преступления, да, сам организатор был задержан, у него было изъято оружие. И дальше у его подельников, тоже это жители с одного поселка, все были задержаны. Часть денег, которые не успели потратить, была изъята. В результате все они признали совершение данного преступления и были осуждены к длительному сроку лишения свободы. В момент совершения преступления, если, я так предполагаю, потерпевший, если оказался, на него совершается разбойное нападение, либо это в квартире происходит, куда преступники ворвались, либо в доме, мне кажется, в первую очередь не пытаться им оказывать активное сопротивление, так как могут быть причинены большой вред здоровью. Все-таки, если потерпевший вовремя сообщит о случившемся в полицию, вероятность задержания преступника очень сильно увеличится. Здесь лучше оставить работу для специалистов, которые постараются в кратчайшие сроки установить преступников и задержать их.